Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Паколькі так атрымалася, што ў нас сёння чыста эканамічны чацверг склаўся, то пра эканоміку і пагаворым з нашым чарговым госцем. У нас у гасцях эканаміст, бакалаўр прыкладной матэматыкі, старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра эканамічных даследаванняў БІРОК Леў Львоўскі. Добрый день, спадар Леў. Здравствуйте. Рады вас бачыць, даўно вы ў нас не былі. І з чаго пачнем? Вось вы, як навуковы супрацоўнік, аналізуючы эканамічныя падзеі ў Беларусі, сёння што самым актуальным з эканамічных таких новинов вы полечили? Ну, я бы сказал, что новость этой недели, очевидно, для экономики и, вероятно, для всего общества, это атака на ресурс Тутбай, так как это настолько значимая, громадная институция для белорусского общества. Ну, а новость последнего месяца – это, наверное, неожиданный и большой, превышающий даже позитивные ожидания экономический рост Беларуси. Цікавыя два моманты. Давайте все ж таки тады, нягледзячы на тое, што нас ужо папракаюць у тым, што мы вельмі часта абмяркоўваем тое, што змяніць не можам у сэнсе сітуацыю з Тутбаем, маўляў, ўсё ўжо перагаворанае, тым не менш. Ўсё ж таки цікава, вы як эканамічную навіну назвалі спробу такого вось пераследу інфармацыйнага парталу і, ну, в прынцыпе, ўсяго холдынга, у які ўваходзіць Тутбай і іншыя структуры. Що ж таки, вот, як журналіст, я з вами пагадзіўся бы, што вот наезд на свабоду слова. Як шараговы спажывец інфармацыі таксама згодны. Але эканоміка, якае дачыненне эканомікі да сітуацыі з інфармацыйным порталом Тутбай? Ну, тут есть два таких важных экономических аспекта. Один не связан с Тутбаем, а связан с сутью обвинения Тутбая, связан с ПВТ, а второй связан уже конкретно с деятельностью Тутбая, с ролью Тутбая в белорусской экономике, в информационном поле. Начнем с первого, с ПВТ. Если формально смотреть на обвинение, то здесь речь идет не об атаке на свободу слова, не об атаке на свободную прессу, а лишь о какой-то проблеме с недоплатой налогов. Главный же здесь пункт в том, что, согласно обвинению, вот эта неуплата налогов была сделана при помощи парка высоких технологий. То есть Тутбай теперь буквально обвиняется в том, что был резидентом парка высоких технологий. Это уже криминальное злочинство быть резидентом, отрымливается. Да, надо понимать, что каждый резидент отчитывается перед руководством парка. Просто так туда всех подряд не пускают. Вот вы, если захотите стать резидентом ПВТ, чтобы платить меньше налогов, вас лично, скорее всего, не возьмут, так как вы не пройдете ни один аудит. То, что Тутбай стал резидентом, кстати говоря, стал он резидентом не так давно, в 2019 году, это означает, что Тутбай полностью проходил все проверки, руководство ПВТ никогда не предъявляло ему никаких претензий. А это такой звонок о том, что теперь каждый резидент ПВТ может стать обвиняемым, собственно, из-за того, что эта компания-резидент ПВТ. Сам парк не вступится за своих резидентов. Тутбай за полдня был исключен из ПВТ. Все эти аудиты и проверки, которые Тутбай проходил перед руководством ПВТ, они буквально растворились.
То есть, если смотреть на вот это дело чисто по формальным критериям, то оно тоже несет такую серьезную угрозу. Еще один, уже не первый серьезный звонок резидентам ПВТ о том, что теперь они не неприкасаемые, не находятся на каком-то огороженном райском острове, который огорожен от любых пертурбаций, изменений законодательства в Беларуси, от политики. Теперь каждый из них буквально является мишенью, и в случае какого-либо несогласия с государством, если какая-то компания не понравится кому-то, у них будут проблемы, это уже будет не просто какое-то разбирательство с бухгалтерией, как это обычно должно быть, когда какие-то правоохранители приходят к ПВТ, спрашивают, нет ли у них каких-то проблем с данным резидентом, не считают ли они, что этот резидент тут зря включен в список. Теперь сразу маски-шоу, арест всех, арест верхушки, арест каких-то обычных сотрудников, как в случае с Тутбаем. Там ведь не только бухгалтеров задержали, не только владельцев и юристов, а еще и просто обычных сотрудников, обычных журналистов. Лев, а можна я пераб'ю на хвіліночку? Мне цікавість такі чисто, не ведаю, з одного боку моральны, з другого, в принципе, і бізнес-аспект. Вот не будем говорить про солидарность нават, что вось зараз астатнія резиденты ПВТ с солидарности с Тутбаем скажут, ах так, вот мы так, тады за солидарности забираем свои активы и сыходим. Не, разумеючы, усю гэтую ситуацию, про якую вы зараз сказали, что гэта знак того, что завтра можаш быць ты наступным, з гэтага пункту гледжання не атрымаецца ці чакаць таго, што зараз рэзідэнты пабягуць з ПВТ? Да, я, собственно, и говорю только вот об этой формальной стороне дела, без каких-либо эмоций и оценок. Побегут ли резиденты? Вряд ли. У них уже налажено производство здесь, бизнес так или иначе хорошо работает здесь. Скорее речь идет о том, куда они пойдут в будущем, какое направление они будут развивать в будущем. Будут ли они расширять свое производство здесь, увеличивать количество рабочих мест здесь, или же они все свое будущее, или большую часть своего будущего теперь будут связывать с развитием в какой-то иной юрисдикции. Конечно же, все бизнесмены понимают риски. Эти риски в Беларуси уже сильно повысились за последний год. Они знают, что теперь им иногда могут отключить интернет. Они знают, что иногда их сотрудников могут взять заложники. Они знают, что иногда какая-то важная сделка может потенциально сорваться из-за того, что несколько сотрудников будут арестованы из-за цвета их носок или трусов. Все эти риски уже учтены, теперь еще и новый риск. Теперь они, оценивая свои риски, разговаривая с своими юристами, будут понимать, что даже сам факт того, что они являются резидентами ПВТ, это уже возможное обвинение. И, соответственно, новые инвестиции будут делаться в каких-то других юрисдикциях. Мне просто цікава, вось я прачытаў словы аднаго чалавека, не памятаю, можа быть, нават ваши, які сказаў, што вот я раней там с рознымі бізнесменамі гаварыў, і яны апісваючы, ну вот тут такая сітуацыя ў краіне, вот як вы вот тут сябе пачуваеце, і наказалі, ну вот здаецца, що нібыта тут паціху ўсё устаканіваецца, ўсё прыходзіць там да нейкага разумення, вон нават Тутбай жа ж не кранаюць, не закрываюць. І это быў як аргумент, што ну можна заставацца і далей працаваць, ну улічваючы там новую сітуацыю, але вот можна. А зараз на табе закрылі Тутбай. Вот такія аргументы яны зараз будуць прыводзіць таго, што яны працягваюць заставацца і працаваць. Да, это вторая часть влияния этого дела на бизнес-климат в Беларуси. Действительно, Тутбай, как я сказал, это не просто СМИ, это довольно уникальное явление. Дело в том, что вы не найдете в соседних странах такое независимое СМИ, которое бы имело такую большую аудиторию на всю страну. Самый популярный ресурс, медиаресурс в России – это наверняка Первый канал.
то есть государственный. Самый популярный медиаресурс в Великобритании – это BBC. Там есть инструменты независимости, тем не менее, это такой институт, который был создан государством. В Латвии, Литве, Польше, Украине тоже нет такого фактора, как крупнейшие СМИ является независимым. Его читают, соответственно, не только Змагары или Ябатьки, его читают все, так как все не могут быть на одной стороне. Соответственно, это такой уникальный источник и независимой аналитики был, надеюсь, все-таки еще будет, и, можно сказать, некого общественного консенсуса, когда люди разных взглядов читают одну и ту же информацию, находятся на какой-то одной волне. Также это был пример такого крупного предприятия, экономического предприятия, которое было создано буквально на коленке. Надо понимать, что Тутбай — это не только СМИ, это еще и Хостербай, это еще и торговая площадка. Это как один из примеров такого успешного бизнеса. Ну, теперь мы понимаем, мы и так понимали, что неприкасаемых нет, но это на всякий случай доубедило еще оставшихся скептиков. Насчет того, ударило ли это вот по имиджу Беларуси, как-то внутреннему имиджу, внешнему, тут, наверное, сложно сказать. Дело в том, что имидж Беларуси и так находится не на очень высоком уровне. Не то, чтобы вот эта атака на Тутбай была неожиданной для многих людей. Тем не менее, это, конечно, еще один камень в копилку. Вряд ли кто-то может назвать это событие позитивным для чего-либо. Ну, имеем то, что имеем. Фінансавы момант з пункту гледжання бюджэта. Ўсё ж таки я не ведаю дакладных лічбаў, але па некаторых вось тыя, што да мяне даходзілі, я сабе ўяўляю, што ўсё ж таки увесь гэты холдынг, пачынаючы з Тутбая, як юрыдычнай асобы, так і тыя, хто з'яўляўся уладальнікамі там часткі там акцый, ці як яно там называецца, правильно, яны плацілі у бюджэт вялікія грошы. І зараз вот дзяржава, якая ў прынцыпе шукае, дзе ёй знайсці, дзе урваць, дзе перахапіць, і вот не спыняла, вот это не хвалявала эта думка, что мы ж такія вялікія паступленні ў бюджэт фактычна вот обрубаем. Ну, тут действует правило «жизнь дороже кошелька». В этом вы правы. Конечно же, Тутбай выплачивал все налоги, которые должен был выплачивать по закону. Тут, наверное, надо быть каким-то совсем альтернативно развитым человеком, чтобы в 2020-2021 году быть независимым СМИ в Беларуси и при этом реально уклоняться от налогов. Наверное, это, конечно, нельзя сказать, что Тутбай — это бюджетообразующий орган, что прямо весь бюджет держался на них. Понятно, что мало-помалу государство вредит своей же экономической безопасности, но, вероятно, сейчас это не самое важное. Сейчас для государства важна собственная безопасность, не экономическая. Ну што ж, тады выйдзем на іншую крыху тэму, таксама звязаную з фінансамі і пошукам гэтых фінансаў за мяжой. Вельмі такая спрэчная, ну, па меркаванню пэўных эканамістаў, спроба размясціць на расійскім рынку, ну, ці атрымаць на расійскім рынку амаль 1,5 мільярды заёму. Хтосьці кажа, што гэта нерэальна чыста ввогуле так вот по ситуации, хтосьці кажа, что гэта ввогуле как бы там небяспечныя для суверэнітэту Беларусі умовы прапісаныя. Як вы ставіце да гэтай спробы? Ну, попытка занять денег на российской фондовой бирже – это абсолютно закономерная, логичная попытка. Иностранные, западные финансовые рынки капитала теперь уже для нас отрезаны.
Попытки договориться с Китаем, вероятно, ведутся. Мы, конечно, ничего о них не знаем, но мы не знаем ни о каких успешных результатах этих переговоров. С Владимиром Путиным один раз Александру Лукашенко удалось договориться о рефинансировании $1,5 миллиарда долларов кредита. С тех пор было предпринято еще несколько попыток. Например, не так давно, несколько месяцев назад, Александр Лукашенко хотел предложить Владимиру Путину перенаправить кредитную линию, которая была выделена России для строительства БелАЭС, на другие нужды Беларуси. С этим Владимир Путин, по всей видимости, не согласился. Я так это интерпретирую, что прошло уже несколько месяцев. Владимир Путин с тех пор ничего по этому поводу не сказал. Соответственно, эти деньги не выделены. Что еще остается? Тут два варианта. Это отбирать деньги у собственного населения. Так делают некоторые страны в период кризиса. Это не обязательно какие-то диктаторские страны. Этим занимаются иногда и демократические страны. Например, Аргентина делала так уже не раз, когда замораживала вклады своих граждан. Но это все-таки уже совсем кризисный вариант. Еще один последний некризисный вариант, не вариант военного времени, это попытаться занять не у России как у государства, а у россиян как индивидуальных инвесторов, или групповых инвесторов в случае, если какие-то институциональные игроки будут тоже покупать эти облигации. То есть разместить облигации на российской фондовой бирже. Але ўсё ж таки адна справа, калі ты з Пуціным дамаўляешся сам на сам пра нейкі крэдыт, тут по вялікаму рахунку палітычнае рашэнне даваць ці не даваць. Тут ты звяртаешся да бізнесменаў, каб яны купілі твае гэтыя паперы, далі табе гэты заём, і маючы тую сітуацыю, якую мы маем сёння ў краіне, палітычную, санкцыі тыя ж самыя, ўсё такое. Тут палітычнае рашэнне наўрад ці спрацуе. Вот наколькі рэальна угаварыць бізнесменаў? Здесь вы абсолютно правы и подметили именно самую суть разницы. Если Владимира Путина не волнуют какие-то международные рейтинги, будь там белорусский рейтинг B, B- или A+, и с ним можно договориться сразу на какую-то крупную сумму, то когда вы продаете свои облигации индивидуальным инвесторам, то уговорить их гораздо сложнее. Здесь вы абсолютно правы. И здесь играют важную роль и международные рейтинги, так как люди смотрят на них. Некоторые банки не могут инвестировать в активы, которые не достигают определенного качества. Эти банки, неважно, насколько они любят или не любят лично Александра Лукашенко, они ответственны перед своими вкладчиками, перед своими хозяевами. Так что, скорее всего, разместить такую большую сумму на российском рынке не получится. Конечно, если читать сам указ Александра Лукашенко, то там написано черным по белому, что вот эти 100 миллиардов рублей – это максимальная сумма. То есть это и не означает, что правительство собирается привлечь именно 100 миллиардов российских рублей или 1,3-1,4 миллиарда долларов. Это вот они обозначили максимальную готовность. В реальности Беларусь прежде действительно занимала на российском рынке, но эти размещения были гораздо скромнее, по 100-150 миллионов долларов. Российский рынок, тут дело не в том, что Беларусь такая плохая, дело в том, что российский рынок просто не такой глубокий, там не так много денег, как на европейском или американском. Самое большое размещение было, кажется, казахских суверенных облигаций, там речь шла об около 500 миллионов долларов. Но надо понимать, что и суверенный рейтинг Казахстана выше, и стабильность правительства и экономики Казахстана гораздо выше. Поэтому, что позволено Казахстану, не всегда позволено быку. Тое, что вы сказали, навіна эканамічная месяца, рост ВВП. Рост ВВП. Адкуль што ўзялося?
Нежданно-негаданно даже оптимистичные прогнозы премьер-министра оказались слишком пессимистичными, оказались недооцененными. И за первые 4 месяца 2021 года наша экономика в реальном выражении выросла на 2,5%. Откуда это взялось? Ну, собственно, на сайте Белстата каждый может пойти посмотреть, что конкретно росло. Если наш традиционный лидер роста – это сектор информации и связь, то есть IT, так было все предыдущие года, сейчас нет. Сейчас IT имеет гораздо более скромный рост, всего на 5% от года к году. От, собственно, 4 месяца к 4 месяцам, и замыкает тройку лидеров роста. Лидерами же роста оказались наша обрабатывающая промышленность. Те, кто следят за экономикой, знают, что уже последние полгода наш экспорт действительно растет небывалыми темпами. Причем растет в отрыве от импорта. Экспорт вырос там на 16% почти, при этом импорт вырос всего на 10%. Это нетипичная для Беларуси ситуация, связана с тем, что цены на наши природные ресурсы, которые мы экспортируем, они как раз сейчас сильно выросли в мире. То есть нам очень повезло. Ровно то, что мы поставляем, ровно то, что не очень зависит от такой базовой продуктивности, от институтов. Добыча калия, неважно, у вас тут все решается на референдумах в стране или каждого 10-го человека убивают на выходе из шахты. Вот. Наша обрабатывающая промышленность выросла там примерно на 11-12%, а также еще нам повезло в некотором смысле. Прошлая зима была довольно теплой, а эта зима обычная или даже чуть холоднее, чем обычная, поэтому у нас был довольно большой рост в электроэнергии, горячей воде, газе, вот в этом секторе. Просяць наши гледачы вярнуцца да тэмы гэтых расійскага заёму і пытанне іншае. Добра, хай там 100 мільярдаў расійскіх рублёў гэта максімальнае, хай там возьмуць 50, 60 ці 40, але пытанне застаецца, аддаваць яны, як іх будуць гэтыя грошы? Да, еще есть небольшая разница между тем, когда вы занимаете лично Владимира Путина, и тем, когда вы занимаете на рынке. Состоит в том, что с рынком сложнее передоговориться, рынку сложнее не отдавать. С Владимиром Путиным всегда можно объясниться, что прямо сейчас денег нет, но уже буквально через месяц теща должна привезти из Анапы мешок с деньгами, и все образуется. Под Анапой там знойде. Да, опять же, вот у нас, кстати говоря, производство диванов, я думаю, надо увеличить в Беларуси. Это такой неиссякаемый источник валюты, судя по последним явлениям. С рынком договориться гораздо сложнее. Скорее всего, займы будут меньше, чем вот эти максимальные. Сколько-то денег занять, безусловно, удастся. То есть такая ситуация, что мы разместим наши облигации и купят 0 из них, невозможно. Скорее всего, речь будет идти о 50, 100, 150, 200 миллионов за раз, за год. И в зависимости от спроса будут размещаться дополнительные выпуски. Тут, собственно, все решит рынок. Сложно что-то такое прогнозировать более конкретное. Насколько это небезопасно? Нет, думаю, в данном случае, если ваши телезрители переживают за какую-то угрозу суверенитету, то нет, это как раз, наоборот, более в этом смысле безопасные кредиты. Вы не должны какому-то самодержавцу из какой-то страны, который может требовать у вас что-то в обмен на реформы, политические изменения или что бы то ни было. Вы должны куче людей, которые не могут присылать к вам армию или флот.
вы действительно должны им отдать, иначе это будет примерно последний раз в этой десятилетке, когда вы смогли что-то у них занять. Собственно, есть процедура суверенного дефолта, но эта процедура означает полный отрез от всех финансовых рынков уже на этот раз. Поэтому, да, действительно, мы займем меньше, чем планировали, отдавать придется, но мы, скорее всего, сможем это отдать. До рэчы, вось Миколай Даніладзе пытаецца, ці чулі вы што-небудзь, ці праўда такое. Кажуць, што Газпромбанк расійскі не рэкамендаваў набыццё нашых аблігацый і не будзе рэкамендаваць, і будзе рэкамендаваць гэта ж іншым банкам. Ці так гэта? Это все еще находится, насколько я понимаю, так, в большом облаке слухов. Не думаю, что лично российский Газпромбанк очень доверяет белорусской экономике из-за, опять же, событий последнего года. Но кроме Газпромбанка в России есть другие акторы, другие банки, другие институциональные инвесторы. Собственно, если этим инвесторам будет казаться, что бумаги слишком непривлекательны, опять же, это рынок. Соответственно, эти бумаги просто станут стоить дешевле, Беларусь будет больше платить по этим долгам, но так или иначе кого-то привлечет. І я вярнуся яшчэ да вашай фразы пра тое, як пэўныя дзяржавы ну, як бы так, адбіралі грошы у крызісныя моманты у сваіх жа грамадзян. Вы прыводзілі прыклад Аргентыны, і тут днямі з'явілася інфармацыя, што вось пад такой жа самай пагрозай з'яўляюцца валютныя дэпазіты ў банках беларусаў шараговых. А там тых дэпазітаў мільярдаў на $5. І, маўляў, вот могуць іх таксама нейкім чынам, ну не тое, што атабраць, а валютныя ўклады вяртаць беларускімі рублямі. Ці магчыма гэта? Ну, нету ничего невозможного. У меня нету, естественно, никаких инсайдов о том, что это собирается произойти в ближайшее время. Это понятно, что такой инструмент, который власти обычно применяют уже в самый последний момент. Тем не менее, я удивлюсь, если кто-то из наших слушателей или просто граждан Беларуси почему-то в 2021 году уверен, что его или ее депозиты защищены какими-то высшими силами, законами или чем бы то ни было. Пока что действительно правительство этого не делает. Еще есть ресурсы, которые можно тратить до этого шага, но так, чтобы кто-то вам смог гарантировать, что ваш валютный депозит останется валютным депозитом через условно год, ну, вероятность этого есть. Она, конечно же, не 100%. Она, собственно, никогда не была 100%. Ну, сейчас тем более. Лев, а наколькі вы ацэньваеце верагоднасць, наколькі яна вялікая гэта верагоднасць чарговай дэвальвацыі? Опять же, пока что это не нужно. Сейчас, наоборот, все действия Нацбанка направлены на недопущение девальвации, на поддержание курса белорусского рубля всеми возможными методами. Сейчас вот это внешнеторговое сальдо им значительно помогает. Действительно, наши экспортеры привозят сюда больше валюты, чем отдают наши импортеры. Собственно, с этим связано вот небольшое укрепление белорусского рубля в последние месяцы. Нацбанк даже смог немного нарастить свои валютные резервы. То есть в этом плане, опять же, им слегка повезло. Насколько вероятна девальвация? Опять же, это нечто из вот... Это там нечто, что называют предпоследний день экономики. А потом дефолт? Дефолт, наоборот, не так страшен для людей и для большинства людей, ваших знакомых и компаний, как его рисуют. Если мы говорим о внешнем дефолте, то это означает, что
денег лишатся россияне, а не белорусы. Так что же вам-то плакать о дефолте? Вообще... Можно наоборот порадоваться, там кинули Россию. Вообще в русском языке слово «дефолт» приобрело такую негативную коннотацию, так как в России знаменитый дефолт конца 90-х случился одновременно с девальвацией, одновременно с экономическим и финансовым кризисом. На самом деле, чаще всего дефолт по внешним займам это только улучшает текущее положение граждан страны, находящихся внутри. Павел Рудніцкі, ну, з чисто меркантыльных, я так разумею, сваіх інтарэсаў цікавіцца ў вас. Чаму умацоўваецца курс долара? Ці гэта не ручное ўтрыманне з боку дзяржавы? Ці маем мы насамрэч рынкавы курс сёння? Да, были некоторые подозрения вот в апреле о том, что мы наблюдаем какие-то манипуляции Центрального банка, но оказалось, что нет. Когда были опубликованы данные, оказалось, что да, действительно, это просто мы не ожидали, что экспорт будет настолько превышать импорт, что экспорт будет настолько расти. Так что в данном случае за последние 2 месяца, наоборот, Нацбанк, как я сказал, наращивал свои золотовалютные резервы, то есть покупал валюту на рынке. Ну, не очень много, но сколько-то. Так что, можно сказать, слегка выступал против белорусского рубля. Так что вот текущее укрепление – это абсолютно нормальная рыночная вещь. Добра, тады я са свайго боку задам меркантыльнае пытанне. Ці доўга будзе ўмацоўвацца курс беларускага рубля? Наколькі ўсё ж таки гэта працягнецца? Что прогнозуете? Сложно что-то прогнозировать. Как повезет. Зависит от тонны внешних факторов, от того, как мир будет выходить из пандемии, от того, какой будет спрос и цены на экспортируемые нами товары, какая будет цена на условный калий. Будет зависеть от того, начнут ли действовать какие-то санкции или нет. Надо помнить, что сейчас мы все еще живем в режиме практически без серьезных экономических санкций со стороны Евросоюза или США. Вот США только сейчас обдумывает, только выкатывает новые санкции. Это будет зависеть от того, насколько реализуются или не реализуются потенциальные кризисные моменты. Я напомню, что наша экономика уже с сентября 2020 года живет практически без кредитов. Кредиты теперь предоставляются в основном госпредприятиям. Это в любой момент может закончиться каким-то неожиданным кризисом неплатежей и банкротств. Так что слишком много факторов, чтобы что-то предсказывать. Ну что ж, дарэчы, вось падтрымлівае Руслан Шыла ідэю дэфолта. Кажа, знешні дэфолт зробіць беларусаў незалежнымі ад Крамля. І гэта тое, што нам трэба. Ну, можа быць і такі варыянт. І такім чынам тое, што мы маем з санкцыямі зараз, нягледзячы на тое, што пра іх вельмі гучна крычаць, як з аднаго боку, так і з другога боку. Насамрэч, я так зразумеў з вашых словаў, вялікага ўплыву на эканоміку, прынамсі, Беларусі, пра палітыку не будзем гаварыць, яны не маюць. Пока что мы не видим больших эффектов, но мы не видим какого-то большого желания. Первые пакеты европейских санкций в основном касались каких-то точечно людей, точечно нескольких предприятий, там, таких как Синезис, которые как-то уже слишком явно так скажем, аккуратно, были связаны некоторым родом с репрессиями, но и не было такой цели именно каких-то больших санкций, которые повлияли на экономику Беларуси. Сейчас мы не знаем, что будет в 4-м европейском пакете. Сложно сказать, будут ли там какие-то более масштабные экономические санкции или нет. Если исходить из того, что было в первых 3, то, видимо, скорее нет. С другой стороны, администрация Байдена начала выкатывать свои санкционные списки. Пока что они просто разморозили старые санкционные списки, которые относятся к белорусской нефтянке, не ко всей.
Тут интересный момент, что вот, хоть я сказал, они разморозили старые санкционные списки, сама суть американских санкций поменялась за эти 10 лет. Если раньше эти американские санкции просто запрещали американским контрагентам торговать с теми, кто попадает под санкции, то теперь эти санкции могут делать предприятия токсичными. Так что никто не может с ними работать, а если вы с ними работаете, то вы автоматически тоже попадаете под санкции. Этот механизм пока не был объявлен, он витает в воздухе. Мы слышим некоторые слухи о том, что какие-то российские компании тоже опасаются вот этих вторичных санкций. Возможно, конечно, нет, и, возможно, россияне просто хотят поторговаться на таком удачном новостном фоне. Тем не менее, да, надо сказать, пока что серьезных экономических санкций нет. Станут ли текущие более серьезными, поживем увидим. Дзякуй вялікі. Ну вось такі даволі песімістычны з адценнямі пэўнай надзеі прагноз ад Льва Львоўска. Зміцер Лукашук працаваў для вас у праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.